Алмаз Халбаев. Специализированная музыкальная школа-интернат при Туркменской национальной консерватории. Журнал «Возрождение», 15 номер. Декабрь 2010 года. Счастливая доля. Одним из приоритетных направлений государственной политики Туркменистана является сохранение культурного наследия туркменского народа. В эпоху нового возрождения и великих преобразований перед деятелями культуры и искусства были поставлены грандиозные задачи. С возрождением национальной оперы и других видов искусства, таких как кино, цирк и других, открылась новая страница в истории страны. В дни празднования 19-й годовщины независимости Туркменистана состоялось награждение победителей ежегодно проводимого конкурса президента Туркменистана Туркменон Алтан Атыры. Среди удостоенных высоких правительственных наград и званий был Аманберды Гавшутов, преподаватель музыки специализированной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории, композитор-мелодист, большой знаток туркменской музыки. Ему было присвоено почетное звание «Народный бахши Туркменистана». «Стать музыкантом-певцом – мечта моего детства», – говорит Аманберды Гавшутович. На тоях я часто слушал именитых музыкантов бахши – Мылы Тачмурадова, Гичкельды Аманова, Ата Аблыева, Ягмыра Нургельдыева, Чарай Гурбанова. Их пение, игру на дутаре, гиджаке я воспринимал как что-то родное и близкое. Я смотрел на их изумительные пальцы, так ладно бегающие по грифу, меня завораживали звуки, словно брызги лучей, исходящие от инструмента, и пение, в котором было столько выразительности. Желание научиться играть на дутаре привело в дом детского творчества, где моим наставником был Бяшим Лалаков. Однажды после концерта я спросил у Сахи Джапарова, как научиться искусству бахши. Он ответил: искусство бахши – это энциклопедия туркменской музыки, поэзии, требует большой работы над собой. Слушай много и многих. Умей слушать, сравнивать и выбирать лучшее. Умей создавать свое. И дал мне хороший совет. Юноша, будь всегда в поиске, и у тебя все получится. Аманберды Гавшутов много работал в ансамблях, оркестрах, солировал в концертах как певец бахши. Он пишет и исполняет свои произведения. В его копилке более 60 музыкальных сочинений, песен, пьес для дутара, ансамблей. Расцвет творчества известного бахши Аманберды Гавшутова пришелся на годы независимости Туркменистана. Он создает прекрасные мелодии, песни, прославляющие родину. Его творение в эпоху нового возрождения – это отклик на события современной истории страны. С поэтом Атамурадом Атабаевым он создал песню «Бахта-Паймат» «Счастливая доля», в которой прославляется время нового возрождения нации, счастливых перемен, звучат голоса счастливого детства. 19-ю годовщину независимости Гавшутов встретил песней «Бахар Ярлы Улькам» «Мой край вечной весны», в которой воспевается красота и богатство страны, ее прекрасные труженики, дальновидная политика президента, уделяющего большое внимание развитию культуры и искусства. На встрече с творческой интеллигенцией лидер нации говорил о том, что пришла пора истинного вдохновения. Наш народ ждет от деятелей культуры новых замечательных произведений. Эти слова определили дальнейшую работу Аманберды Гавшутова. Песня «Той Мухаммы» отражает праздничное настроение и радость туркменского народа. Аманберды Гавшутов в школе-интернате ведет большую педагогическую работу. Мастер своего дела, бахши, наставник высокой категории, он охотно передает накопленный опыт своим коллегам и ученикам. Более 10 лет он возглавляет ансамбль юных дутаристов и бахши, который часто выступает на концертах, в теле- и радиопередачах. Отрадно отметить, что его ученики участвуют в конкурсах, организованных Министерством культуры и телерадиовещания Туркменистана. Награда Гран-при ученику 7 класса Байраму Хошкельдыеву, 2 и 3 место Джумагуль Байсахедовой, 9 класс, и Бердумурада Бекмурадова стали своеобразным подарком своему любимому учителю Аманберды Гавшутову в дни празднования независимости Туркменистана. Аманберды впервые выступил на радио в 1959 году, но и спустя 51 год он по-прежнему полон сил, активно участвует в концертах, сочиняет новые песни.
много выступает на радио и телевидении, радуясь своим неповторимым стилем пения, доставляя слушателям истинное удовольствие. И сам Аманберде считает себя очень счастливым человеком. Он занимается любимым делом, раскрывает свою душу в музыке. Его творчество востребовано. У него есть талантливые ученики. Не каждому выпадает такая счастливая доля. Наша беседа проходила в тенистых аллеях Алхамфейльгахи, аллеи вдохновения. Мы невольно остановились, залюбовавшись у разноцветного фонтана, глядя на скульптуры наших знаменитых поэтов, музыкантов, мыслителей, актеров и режиссеров. Прекрасное место для творческого вдохновения, символ преемственности национальных традиций туркменского народа.